Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые соотечественники. Сегодня мы решили записать видеоролик и показать жителям, прежде всего, наших республик, это Республики Ингушетия, Чеченской Республики. Я думаю, этот ролик представит интересы и для других жителей, других регионов. И ролик мы будем снимать на тему о происхождении ингушского народа и о древнем самоназвании ингушского народа. Я сказал о ингушском народе, но в моей душе понятие такое, что мы, народы, которые сегодня называются чеченцы, мелхестинцы, варстхойцы, бацбийцы, хивсуры, часть хивсуров, махевцы, тоже часть махевцев, двалы, ингуши являются единым народом по происхождению. А говорю я о ингушском народе только потому, что чеченские историки не считают, что самоназванием является слово «ас» и что чеченцы не являются аланами. Поэтому я не вмешиваюсь в их позицию, в их версии, а буду рассказывать в основном о том, какие документы будут подтверждать мою версию о происхождении ингушского народа и его древнем самоназвании. Итак, в настоящее время наш народ имеет название Алай на собственном языке. Я буду говорить об этом. Надо отметить, что это самоназвание ингушей Алай появилось совсем недавно. Передо мной карта Кавказа 1834 года. Здесь показаны общества ингушские, и не только ингушские. В частности, общества носят такие названия: назрановцы, галашевцы, джераховцы, кистинцы, карабулаки, галгаевцы, акинцы. Как видите, среди обществ, которые являются ингушскими обществами, галгаевцы выделены в отдельное общество. Это говорит о том, что самоназвание Алай появилось относительно недавно. Разные ученые по-разному называли историю происхождения ингушского народа. И буквально несколько версий я вам сейчас зачитаю. Вот передо мной книга Мурада Муртузовича Базоркина «История происхождения ингушей». Завершая свой рассказ по этой теме, Базоркин написал так: «В документальном материале исследованной мной проблемы высказываю утверждение, что ингуши и грузины есть потомки хеттов». Итак, Базоркин говорит, что ингуши являются потомками хеттов. Теперь посмотрим, что говорит на эту тему Чах Ахриев. В своем произведении «Ингуши, их предания, верования и поверья» он пишет: «В одно время Соска Солса жили в горах Джелты, греки. Они были народ трудолюбивый и образованный, хоть не так, как теперь. Они были хорошие строители, построили много башен и замков. Кроме того, они оставили в разных местах большие клады. Они уехали от нас в какую-то другую сторону. После джелтов жили в Амполош, между ними были двуроты. Одна женщина родила двух мальчиков, одноротого и двухротого. Однажды братья вышли на охоту, леса в то время там не было, а рос небольшой кустарник. В то время в Терской долине жили кабардинцы. Один кабардинец ходил в кустах. Братья напали на него и захватили его в плен. В скором времени на Вамполош рассердился Бог, и они начали умирать. Кабардинец, бывший в плену у Вамполош, воротился в Терскую долину, взял с собой кабардинку и, привезший ее в горы, женился на ней. От этого брака произошли горные ингуши.
Представляете, что произошло? Кабардинец женился на кабардинке, и от этого брака произошли ингуши. Можно ли что-то более, неестественное сказать? Наверное, можно, если постараться. Есть версия неких ученых, которые не здесь у нас проживали. Во всяком случае, работу этих ученых собрал и сделал сборник под названием «Покоренный Кавказ», немец по национальности, книготорговец и книгоиздатель Альвин Каспарий. Вот что он говорится здесь в одной из статей о происхождении нашего народа. Свое происхождение, или вернее политическое объединение пастушеских обществ, сами чеченцы в легендах своих и преданиях приписывают некому Али-Арабу, беглецу из Дамаска, поселившемуся в верховьях реки Ассы у Галгаев. То есть чеченские старики того времени, эта книга, во всяком случае, издана в 1904 году, а статьи, помещенные в эту книгу, написаны еще ранее, говорится о том, что произошли от араба. Вот теперь интересные высказывания известного человека, Сатановского Евгения Яновича, президента Института Ближнего Востока, в своем радиоинтервью известному журналисту Владимиру Соловьеву. Сатановский говорит: безусловно, из тех людей, которые сегодня живут на территории Российской Федерации, включающей гигантское количество земель от Тихого океана до моря Атлантического, от Северного Ледовитого до границ Центральной Азии, самые, пожалуй, старые автохтонные насильники всего, чего есть, это войнахи. Не специально в качестве комплимента Евкурову или Кадырову, а потому что, действительно, исходя из того, что археологи нам говорят, вот в этом высокогорном уголке Кавказа они осели раньше всех прочих. Как вам, очевидно, известно, Евгений Янович Сатановский очень авторитетный человек. Во-первых, здесь он в своем интервью не говорит, что это его позиция. Он ссылается на археологов, которые говорят об этом. Это очень важный момент. К тому же Евгений Янович Сатановский был президентом Российского еврейского конгресса. В силу этой деятельности он имел контакты с очень многими учеными, и евреев, и неевреев. И, видимо, они сказали ему, что первыми на всей этой территории поселились войнахи. Теперь о том, что по этому вопросу сказано в работе Анатолия Клесова. Как известно, Клесов Анатолий Алексеевич является ведущим специалистом в области ДНК-генеалогии. Он выпустил много книг, из них одна в моих руках, и здесь написано так. Общие предки гаплогруппы G1, G2 у многих групп на Кавказе уходят на глубину времен 6-8 тысяч лет назад. И они пришли частью с так называемыми русскими миграциями из Месопотамии, частью из Передней Азии. Как видите, Клесов Анатолий Алексеевич говорит о том, что наши предки, носители гаплогруппы G1, G2, пришли сюда, на Кавказ, примерно 8 тысяч лет. И сопоставив с заявлением Сатановского о том, что первыми поселились здесь наши предки, можно сделать выводы о древности и о значимости того периода, который мы здесь проживаем. Когда Клесов написал это, то, что я зачитывал, кроме этого он говорил в своем интервью, в статьях о том, что ингуши и чеченцы здесь проживают 8 тысяч лет. Я позвонил, связался с ним по электронной почте, с Клесовым,
и попросил его назвать мне научные работы, где это указано, и авторов этих научных работ. Клёсов порекомендовал мне обратиться к доктору исторических наук Константину Пицхалаури из Грузии, и что он мне скажет, в каком направлении дальше двигаться. Следуя совету Клёсова, я нашел в интернете статью Константина Пицхалаури «Распространение урукской культуры на Кавказ». Эта статья была на английском языке. Я послал статью на английском языке своим родственникам в Москву. Они пошли в специальные фирмы, которые переводят эти с любых языков на русский язык. Перевели текст этой статьи Константина Пицхалаури, прислали мне, вот он передо мной на русском языке. Что здесь сказано наиболее важного для нас? На рубеже 5 и 4 тысячелетий до нашей эры крупные общины урукских мигрантов освоились на территории Южного и позднее Северного Кавказа. Это период, обратите внимание, на рубеже 5 и 4 тысячелетий. Это примерно 6-7 тысяч лет назад. Подчеркивается, что они пришли на Северный Кавказ. И здесь же указывается, в каких целях, чем они были мотивированы, эти переселения. Эти предки наши искали землю плодородную, искали воду и металлы. Так вот, поселились они прежде всего на западе Кавказа, Северного Кавказа, именно на территории, где сейчас находится Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Прежде всего там были месторождения различных металлов. И вот недавно, совершенно недавно, дату сейчас, возможно, удастся назвать, 15 августа 1922 года в Северной Осетии на сайте 15 регион была опубликована статья. И здесь, говоря об изысканиях различных, сказано так. Мы раскопали 10 металлургических мастерских, 8 гончарных, 2 косторезных, мастерскую углежога. Как видите, 10 металлургических мастерских. Разумеется, эти мастерские были основаны нашими предками войнахов. Бесценными документами, в которых указана история войнахов, являются 2 книги. Одна из них лежит вот передо мной, это книга Леонтия Мравели «Жизнь картлийских царей» и фрагменты книги, ксерокопия книги Аль-Масуди, золотые копии и россыпи драгоценностей. Эти книги написаны примерно 1000 лет назад. Вот «Жизнь картлийских царей» написана в XI веке новой эры, а книга Аль-Масуди «Золотые копии и россыпи драгоценностей» написана в X веке. Что здесь интересного и важного для нас? В частности, он написал так. Царство Санария. По соседству Самсаха, Самсаха – это центр Грузии, между Тифлисом и Аланским укреплением, о котором мы уже упоминали, находится царство по имени Санария, а царя их зовут Курискус. Они исповедуют христианство и утверждают, что происходят от арабов. Они исповедуют христианство и утверждают, что происходит от арабов. Нисходя от Низара ибн Маада ибн Мудара, являются потомками Укаиля, которые основались там с давних времен и покорили другие народы. Как видите, Масуди беседует с проживающими на военно-грузинской дороге войнахами, и они заявляют ему о том, что они являются арабами, и называют даже свое племя Укаиля, укаилиты они. И дальше Масуди пишет: «Я видел в стране Мариб, в землях Йемена, укаилитов, союзно с масхиджитами, которые не отличаются от своих союзников. Они верны своим договорам и правдивы. Они богаты лошадьми и обладают могуществом». Санарийцы считают, что они некогда отделились от этих марибских укаилитов, которых мы только что назвали. Вот здесь
в этой комнате висит картина. На этой картине изображены строения, которые находятся в Марибе. А Мариб это и город был, и регион Йемена. Как видите, эти башни, которые там находятся, очень похожи с нашими башнями, на наши башни. И вот обрушившийся перед фасад одной из башен показывает, что так же, как и у нас, там устроены этажи. Одним словом, здесь, вот в этой маленьком фрагменте этой книги сказано, что по соседству Самсаха между Тифлисом и Аланским укреплением находится царство по имени Санария. Объясню, что означает слово Санария. Большинство ученых, которых я слушал, работы, которых я читал, говорят цанары, цанария. Это не соответствует действительно, совершенно неправильное произношение. Сана, санария. Когда у проживающих там людей спросили, что означает слово санария, они сказали так, что это то место, где жили наши предки. Это является столицей Йемена Сана. Вот это говорит нам Масуди в своей работе «Копии золота и россыпи драгоценностей». Теперь посмотрим, о ком, кто эти люди, с которыми он беседует в X веке на военно-грузинской дороге. Это описано в книге Леонтия Мравели «Жизнь картлийских царей». Читаю небольшой фрагмент. «Женился Фарнаваз на деве из рода Кавказа, племени Дзурзуков. Как известно, Фарнаваз был первым царем объединенной Грузии, и жил он где-то в III веке до новой эры. Так вот, женился Фарнаваз на деве из рода Кавказа, племени Дзурзуков. Ему наследовал его сын Саурмак. Против него восстали ириставы картлийские. Твердо решили они убить Саурмага. Но, почуя это, тайно бежал Саурмак с матерью и пришел в страну Дзурзуков, брату своей матери. Тогда азнавуры римские также явились в Дзурзукете и заявили Саурмагу: «Давлеет над нами много добра, содеянного отцом твоим, и поэтому мы твердо преданы тебе». Затем Саурмаг сговорился с царем Овсов, своим двоюродным братом, и попросил у него помощь. Тот с радостью пришел ему на помощь, и Саурмаг, собрав к тому же Дзурзукете, население Дзурзукете, нагрянул на картлийцев, и никто не оказался в силах противостоять ему. Захватил Саурмаг Картли и сокрушил отступников, затем некоторых помиловал, зато унизил картласионов и сделал знатными азнауров, приумножились при нем зурзуки, потомки Кавказа. В пору же хазарского пленения все пребывали в мире в силу крепости страны. И сейчас обратите внимание, и не вмещало людей в Дзурзукете. Вот следующий очень важный момент. Тогда же Саурмаг привел с собой всех дзурзуков, половину рода кавказионов, некоторых из них сделал родовитыми, остальных посадил в Матиулетти, от Дидоетти до Игриси, которая есть в Ванете, и овладел он всеми ими роднёю матерью своей надежно. Что здесь говорится? Во-первых, эта книга написана в X веке. Леонтий Мравели – это священник был, историк был грузинский известный. Он говорит о том, что первый царь Грузии Фарнаваз был женат на Дзурзучке. Мы не сомневаемся, что это женщина из Вайнахов. Значит, ему наследовал его сын Саурмаг, рожденный вайнашской женщиной. И когда ириставы, это примерно губернаторы, как на современную историю перенести, решили убить Саурмага, он пришел в Дзурзукетию к родственникам своей матери. И тут он сговорился с царем Овсов. Так вот,
здесь дается ответ на то, кто является овцы, асы, потом мы дальше об этом будем говорить. Значит, и самый важный момент. Тогда же Саурмак привел с собой всех Дзурдзука, половину рода Кавкасионов. Некоторых из них сделал родовитыми, остальных посадил в Тиулети от Дидоэти до Игриси, которые есть в Сванете. О чем говорит Леонтий Мравели? Это Матиулети, куда он поселил? Матиулети – это дословно страна гор, в общем, поселил в горах. Дальше, откуда? От Дидоэти. Что такое Дидоэти? Это село Дидо в Дагестане, поблизости от границы между Чечней и Дагестаном и Грузией находится село Дидо и по настоящее время. Значит, вот от этого Дидоэти до Игриси, которая есть в Сванете, он поселил родственников своей матери войнахов. Кто они такие? Есть ли их потомки сейчас? Да, есть. Это прежде всего самые восточные бацбийцы. Рядом с ним, в сторону запада, часть хивсуров. Далее по военно-грузинской дороге живут махевцы. И далее на запад жили двалы. Там их сейчас нету. И вот когда начинают говорить о времени, когда бацбийцы, в основном речь об бацбийцах почему-то только идет. Между прочим, я слежу по сайту ДНК генеалогии за исследованиями, тестированием грузинского населения. Из этого теста видно, что часть хивсуров являются выходцами из среды войнахского народа. То же самое и те, кто живет вот по военно-грузинской дороге, мы с ними встречались, в частности, Кушашвили там на такси работал, ресторан Марсагашвили там имеет. Это в Казбеге, значит, нынешнем Сипан Сминда находятся вот эти точки, о которых я говорил. У меня был преподавателем в горно-металлургическом институте Чопикашвили. Как-то мы с нашими ребятами из Ингушетии идем по двору института, он стоит на входе в здание и приглашает нас в свой кабинет и говорит: «Я ингуш». Для нас это было очень удивительно, это был примерно 62-й или 63-й год, в общем, 60 лет назад. А потом уже вот стало ясно, что племянник войнахов Саурмак поселил в горах Грузии большое число родственников своей матери, как я уже сказал, это бацбийцы, часть хивсуров, часть мохевцев и двалы. Теперь, когда историки ведут речь, когда они туда, войнахи, переселились, в частности, бацбийцы оказались там в Грузии, то называют такие невероятные цифры, там, 300 лет назад, 400 лет, 500 лет назад. Так достаточно посмотреть в интернете, когда жил и правили отец и сын, цари грузинские, Фарнаваз и Саурмак. Это все происходило во II-III веке до новой эры. Так что вот эти войнахи переселены были грузинскими царями. 2200 с лишним лет назад были переселены в грузинские горы. Там они многие живут, еще в Грузии имеется в виду, но в горах уже мало осталось людей, условия проживания там очень жестокие, очень тяжелые, буквально многие регионы, где живут и сейчас, там, где жили раньше войнахи, полгода бывают отрезанными от центра. В связи с этим они постепенно переселились ближе к центру, ближе к Тбилиси. В частности, там организовано село Зема-Алвани, где живут бацбийцы. И очень интересно был репортаж одного чеченца. Парень ездил туда, в Зема-Алвани, и общался с бацбийцем. И он называет части тела на русском языке. Этот бацбиец отвечает на вопрос и говорит, как мы на нашем языке, на сегодняшнем, где голова, где рука там и так далее. И он спрашивает, чеченец спрашивает у бацбийца: на каком языке вы разговариваете между собой? Он отвечает: между собой мы разговариваем на бацбийском языке.
А на каком языке вы разговариваете с кистинцами, которые живут вот там, 150, 200, 250 лет? Он отвечает, что разговариваем на грузинском языке, потому что язык бацбийцев уже сильно изменился, и они не все понимают. Вот такая, я считаю, феноменальная информация идет вот от этих двух великих деятелей своего времени. Это Леонтий Мравелли и Аль-Масуди, который говорит, что предводитель айланов, с которым договорился Саурмак, и который пришел ему на помощь. Поэтому вот на карте у нас есть Санария, указано, где она находится. Вот здесь вот находится Санария, здесь написано. Вот Тифлис, вот Санария. Теперь к вопросу о том, кто такой Масуди, автор вот этой работы. Известный английский арабист Гиб назвал крупнейшее из сохранившихся сочинений Абуль-Хасана ибн Аль-Хусейна Аль-Масуди «Золотые копии россыпи самоцветов» одной из лучших книг на арабском языке. Поэтому, я думаю, сомнений в авторитете Масуди не может быть. Есть еще другие источники, в которых показано, рассказано о том, как он работал. Теперь о самоназвании наших предков. Как уже сказано, значит, я уже говорил, что сегодня мы имеем название Алай, а был период, когда те же самые Алай на вопрос «Кто вы?» они отвечали «Лямур». То есть ломрой они хотели сказать на ингушском языке горцы мы. Как видите, тогда Галай еще не было, а называли себя ломрой. Теперь высказывание некоторых известных людей о самоназвании аланов, так скажем. А то, что мы аланы, я приведу ряд документов еще, из которых будет видно наше происхождение. Венецианский купец и дипломат Иосафат Барбара «Путешествие в Тану» называется. В 1436 году я предпринял свое путешествие в Тану, где год за годом и оставался в течение целых 16 лет. Я объездил те области как по морю, так и по суше старательно и с любопытством. Вот теперь смотрим, что он говорит об аланах. Название Алания произошло от племен, именуемых аланами, которые на их собственном языке называются ас. На их собственном языке называется ас. Карта есть, вот она. Где он находится? Вот эта карта. Значит, здесь вот он, Керченский пролив. Это Азовское море. И вот здесь рядом написано Алания. Вот куда пришел Иосафат Барбара, где он жил и где проживают аланы. Об этой же территории говорит другой итальянец. Джованни дель Плано Карпини в своем рассказе, может быть, или отчете «История монгалов». Это 1245-1247, 13 век. И там был у нас 15 век, а здесь 13 век. Здесь написано так. О названии земель, которые они себе подчинили. Речь идет о монголов. Аланы или ассы. Как видите, здесь написано аланы или ассы. И здесь есть такая информация. Именно когда они начинают осаждать какую-нибудь крепость, речь идет о монголах, то осаждают ее много лет, как это происходит в нынешний день с одной горой в земле аланов. Как мы полагаем, они осаждали ее уже 12 лет, причем те оказали им мужественное сопротивление и убили многих татар, и притом вельмож. Как видите, и здесь сказано, что аланы или асы – это одно и то же. Самая неожиданная информация идет от некоего Вельма де Рубрука. Это
человек, посланный королем Франции Людовиком IX в Монголию для того, чтобы узнать о намерениях монголов и попытаться каким-то образом повлиять на руководство, монгольское руководство, чтобы они не шли войной на Францию. И вот что он пишет. Это 1253 год, тоже 13 век, как видите. Накануне Пятидесятницы пришли к нам некие аланы, которые именуют там ас. Здесь написано две буквы А и С, буква С. ААС. Я полагал, что это ошибка, но в своей книге «Аланы, асы, ингуши» я написал ее так, как здесь она было написано ААС. И когда я обратился к специалисту арабского языка, он мне объяснил, что произносится правильно слово «ас». ААС, ААС, протяжно. И вот когда я прочитал вот эту статью Вильгельма де Рубрука, я убедился, что те, кто писали, которые именуются там ААС, было правильно все написано и правильно переведено. Таким образом, эти люди подтверждают, что самоназванием аланов является ААС. Передо мной статья монгольского ученого. Когда я в интернете искал различные материалы по проблеме аланов, я нашел на монгольском языке статью, называется она «Асуд», и получив эту статью с интернета, я отправил ее родственникам в Москву. Они обратились в фирму, как и прежде, там ее перевели и прислали мне. Маленький фрагмент из этой статьи. Монголы называли аланов ассами. Ас. Слово ас является арабским названием аланов. Тех аланов, которые находились в Монголии, монголы называли асуд, что является формой множественного числа от слова ас, то есть ассы. Таким образом, слово асуд стало названием племени. Как видите, уже, надеюсь, многие знают о том, что в XIII веке монголы увели в Монголию для того, чтобы завершить процесс завоевания Китая, начатый монголами еще при жизни Чингисхана. Тогда им не удалось завоевать Южный Китай. Они завоевали только Северный, и Чингисхан завещал своим потомкам все-таки завершить процесс завоевания Китая. И вот когда они пришли сюда, монголы, завоевали Аланию и ее столицу Магас, они увидели, какими воинами являются аланы, асы, и забрали их со своими семьями туда, в Монголию и в Китай. Вот в этой книге Агусти Алиманя под названием «Аланы в древних средневековых письменных источниках» описано, когда пошли с первой военной экспедиции. Вот раздел, значит, «Аланы и военная организация Юанской империи». Две аланские семьи, хан Хусы и Иле Бадура, покорились монголам в управлении Угадея. 1229 год, 1241 год. Тогда, как другие, впервые упоминается при Мунке 1251-1259 годы. Они, имеется в виду аланы, играли большую роль во многих битвах, сражаясь по всей империи. Их главным театром действий были кампания Мунке против китайской провинции Сучиань в 1258-1259 годах. Вот это была первая кампания в Сучуане. В Сучуане стоят башни, построенными теми войнахами, которыми были уведены тогда монголами для завоевания Китая. И надо отдать должное одной француженке. В российском журнале «Огонек» была лет 20 назад опубликована статья
о деятельности француженки Фредерики Д'Арагон по исследованию башен. Вот эта статья из этого журнала «Загадочные башни Китая» называется. Эта француженка Фредерика Д'Арагон поехала в Китай для того, чтобы изучать снежного барса. Но, как здесь пишут, когда она увидела башни, она забросила своего барса и занялась изучением башен. Она в течение 3 лет собрала древесные материалы из 32 башен и попросила американскую лабораторию провести радиоуглеродный анализ. Этот анализ материалов из 32 башен показал, что возраст башен от 600 до 700 лет. Вот я вам называл время, когда первая военная экспедиция в провинцию Сычуань была, 1258 год, то изгнали монголов из Китая и наших войнахов вместе с ними в 1368 году, это 110 лет. Вот башням, возраст башен от 600 до 700 лет, это 100 лет, когда наши, в общем, братья там находились в Китае. Они тогда эти все башни строили. Архитектура этих башен можно показать. Такая же большинство башен, как и у наших башен, особенно тех, кто строились в первое время. Со временем в результате сейсмических процессов, когда башни начали под действием землетрясений рушиться вверх этих башен, стали делать башни многогранные, 8-гранные, 12-гранные. Таким образом они укрепляли, сделали более устойчивыми эти башни. Далее, вот интересную книгу мне прислали родственники. Эта книга написана, автор у нее Эдвард Хопкинс. Но, полагаю, писали ее специалисты, которые собрали материалы со всего мира. Книга называется, вот титульный лист этой книги, «Географический взгляд на мир», и дальше продолжение идет на английском языке. Что здесь сказано? Здесь сказано на 16-й, кажется, странице приложений идет речь об осетинах и ингушах. В частности, осетины имя собственное Ир. Красивая раса, но дикая и хищная. На высоких Кавказских горах проживает, на левом берегу Терека. Язык своеобразный, говорят, имеет сродство с древними медянами. Значит, имеет сродство с древними медянами. Осетины имя собственное Ир. Через точку дальше написано про ингушей. Кисты или ингуши обитают в горах вокруг истоков Терека, самая дикая раса на Кавказе, которая, как считается, происходит от Алан. Вот эта книга, ее право владения этой книги зарегистрировано, вот здесь указано, в 1826 году в штате Коннектикут, в Соединенных Штатах Америки. Как видите, 200 лет почти назад было написано в книге «Географический взгляд на мир» о том, что осетины происходят от медийцев или имеют родство, как здесь написано, с медийцами, а ингуши произошли от аланов. Что в этой книге было? Это не художественная литература была. Полагаю, что материалы для написания этой книги собрали посольства во всех странах мира. Дело в том, что в этой книге, где-то 560 страниц, описаны народы всего мира, страны, все страны мира описаны. Как вот я прочитал, нравы даже этих народов. Кроме этого, в книге было описаны военные возможности этих стран.
указано, сколько сухопутных войск может выставить каждая страна, которая существовала тогда, сколько морских сил. В этой же книге были указаны географические координаты столиц всех государств. Вот такая книга, в которой описано то, что я вам только что прочитал, что осетины происходят от медийцев, а ингуши происходят от аланов. Дальше интересный документ. Есть книга под названием «Происхождение осетинского народа» 1967 года издания. Результатом чего является эта книга? 6-8 октября 1966 года в городе Орджоникидзе состоялась научная сессия, организованная научно-исследовательским институтом Северной Осетии и научно-исследовательским институтом Южной Осетии. Тема была одна единственная – происхождение осетинского народа. Надо отметить, что из 30 выступивших на этой сессии ученых, а это многие были доктора наук, кандидаты наук, и без степеней там буквально 2-3 человека только выступило. Вот 29 из 30 человек не сказали ничего ценного для того, чтобы определить происхождение осетинского народа. Единственный выступающий на этой сессии был абхазский доктор исторических наук Инал-Ипа Шалва Денисович. И его статья, его выступление называлось так: «Абхазо-осетинским этнокультурным связям». Он начинает свой доклад, свое выступление со следующего. Не покажется ли с первого взгляда довольно неожиданным, что у абхазов и осетин, принадлежащих, как известно, к двум совершенно различным языковым группам, разделенных такой естественной преградой, как главный Кавказский хребет, в течение веков не имеющих непосредственного контакта между собой, отстоящих друг от друга на сотни километров, абхазы живут издревле на юго-восточном берегу Черного моря, а осетины занимают далеко лежащие области Центрального Кавказа, что в культуре этих двух, казалось бы, столь различных по происхождению и этнической истории народов, мы находим немало общих и даже тождественных черт. Вот в своем выступлении Инал-Ипа Шалва Денисович рассказывает то общее, которое есть у этих народов. И как итог он говорит, Шалва Денисович: аланы и абхазы некогда, несомненно, соседили друг с другом в течение веков, что не могло не отразиться на их этническом развитии. Дальше он что говорит? Абхазо-осетинские языковые и этнографические параллели свидетельствуют не только об реальных связях, о непосредственном длительном общении этих народов друг с другом, а действительно заставляет думать о значительно более глубоких основаниях исторического взаимодействия. И дальше он в конце говорит: ибо осетины и абхазы в прошлом были близкими соседями и в продолжении многих веков, около 2000 лет, поддерживали между собой тесные языковые и культурные контакты. Итак, Инал-Ипа Шалва Денисович говорит о том, что абхазы и осетины в течение длительного времени жили рядом. Ни один ученый-историк сегодня не говорит об этом. Ни один. Я поражаюсь этому факту. А что произошло? Я в своей книге «Аланы, асы, ингуши» описал, при каких обстоятельствах осетины оказались на Кавказе. Речь идет о том, что в VI веке новой эры окрепший Иран построил такие оборонительные сооружения, как Дербентскую стену в нынешнем варианте. На Тереке поставил крепость Баб-Алан, а в Абхазии была построена Великая Абхазская стена длиной 160 километров. Цель этой стены была препятствие высадки византийских войск на берег Черного моря в районе недалеко от Сухуми. Это
Стена, она 40 километров шла в горы, потом 80 километров вдоль побережья, и потом возвращалась к морю еще 40 километров. Так вот, к войскам, которые были туда представлены, подселены были тыловики. Их задача была создавать условия для жизни и исполнения своих военных обязанностей там. Их привезли туда с семьями. Если солдат привозили без семей, то тыловики были привезены с семьей. Когда же в VII веке арабский халифат напал на Иран с целью завоевания, в последующем он и завоевал его, значит, войска были отозваны. А перед тыловиками, предками нынешних осетин, стал вопрос, что делать дальше. Дело в том, что они уже простояли там порядка 70-80 лет. Те предки осетин, которые впервые пришли туда в качестве тыловиков, они уже давно умерли, их нет, уже выросли и дети, и внуки. Эти самые люди не были никогда в Иране, там идет война, они не знают, что их там ждет, и они приняли решение остаться там, в Абхазии. По прошествии какого-то времени абхазцы выдавили предков осетин, оставшихся там в Абхазии, в горы. И они таким образом перевалили через Кавказский хребет и оказались на той территории, где проживают сейчас карачаевцы. На встрече с придворным алановедом Кузнецовым мы на эту тему разговаривали, и он, Кузнецов, подтвердил, что да, действительно, в начале осетины жили на территории между Лабой и Кубанью. Там была, в общем, территория примерно 100 километров, прекрасная земля, но в последующем, когда туда пришли половцы-кипчаки, они выдавили осетин оттуда, они пришли потом к Кабардино-Балкарии, и там они жили многие столетия. Потом они уже начали расселяться оттуда и в Южную Осетию, и сюда, ближе к границам нашей, в общем, республики Ингушетия. Вот такова история описывается. Удивительно, что об этом тоже замалчивают, что сперва предки нынешних осетин жили в Абхазии и пришли в Абхазию. Теперь о том, что написал наш научно-исследовательский институт о самоназвании АС-ОС. Фрагмент такой возьмем. Таким образом, представляется не лишенным основания предположение о том, что страна Кавказа подразделялась по географическому ландшафтному признаку на, собственно, горы и примыкающие к ним предгорную равнину, которые именовались, соответственно, Кавказ, Кавказас и Оси, Овсетий. Еще до появления хазар и разделения удела Кавказа на Дзорзикетию и Овсетии, из сказанного также следует заключить, что географическое название Оси или Овсетии происходит из кавказских языков. Во всяком случае, нет предложенных этимологий этих названий на основе иранских языков. В этой связи заслуживает внимания объяснение названия оси, предложенное Вагаповым, который видит в них нахская ас, то есть полоса, узкая часть какого-либо пространства, полоса ровной земли, долина, равнина, долина реки. Замечание царевича Вахушти «равнина оси», по мнению Вагапова, является отзвуком некогда имевшего место более ясного сведения о том, что ас – равнина. От этого географического названия Овсетии, заключает Вагапов, образовалось, очевидно, этнический термин овсы, который мог означать жители равнины, равнинные жители долины. Как вы видите, в этой истории Ингушетии наши ученые написали, что ас-ос – это является полоса земли на равнине. Из самоназвания войнавского народа ас, аас сделана, значит, полоса земли на равнине. Удивительное дело. Кстати, я недавно слушал выступления и чеченских историков, которые говорили то же самое. На мое удивление,
есть у нас люди, которым не нравится то, что я говорю о том, что мы произошли от арабов. Во-первых, надо отметить, что арабы, понятие этих людей, некоторых которых, значит, я сейчас буду говорить, в частности, Руслан Бузуртанов, считает, что арабы появились только где-то примерно 4000 лет назад от пророка Ибрагима, как его называют другие народы, Абрама. Так вот, тем, кто так считает, что арабы произошли от него, они глубоко ошибаются. Я сейчас вам зачитаю некоторые выдержки из вот этой книги. Сенченко, Игорь Петрович Сенченко написал 10 книг про арабов и арабские страны. Вот одна из них, Йемен, я ее выписал, получил, и к своему удовлетворению нашел здесь очень интересные высказывания об арабах. Сперва зачитаю то, что Сенченко пишет о Йемене. Йемен – это край исчезнувших с лица земли именитых царств и ушедших в легенды народов древнего мира, искусных землепашцев и ирригаторов, маститых градостроителей и корабелов, храбрых воинов, отважных мореходов и предприимчивых торговцев. О древнем Йемене с восхищением отзывались знаменитые историки и географы античности. Йемен – это земля, служившая в незапамятные времена и дошедших до наших дней традиций. Место, где до сих пор живут по законам племенной чести, в соответствии со шкалой жизненных ценностей, унаследованных от предков, где свято чтут обычаи гостеприимства. Йемен – это место, сохранившееся во время одних из старейших городов на земле. Это музей под открытым небом с бесценным собранием оригинальных по форме и неповторимых по красоте архитектурных творений одного из народов старцев земли. Одного из народов старцев земли. Эти территории чудес Древнего Востока, таких как Марибская плотина и дворцово-храмовый комплекс Гумдан. Йемен – это один из центров цивилизации древнего мира. О величии и могуществе Йемена дней ушедших рассказывают летописи его временных лет. Зримо напоминает о блистательном прошлом Йемена руинированные величественные дворцы и храмы и остатки грандиозных оросительных сооружений, плотин и водоемов, этих метафор вечности, как говорят о них исследователи Аравии дней сегодняшних. Теперь, что говорит тот же Игорь Петрович Сенченко о йеменцах? У каждого дерева своя тень, у каждого народа свои обычаи, говорят йеменцы. И следует признать, что, будучи просеянными сквозь сито времени, обычаи и традиции предков нисколько не утратили своих весомой роли и места в повседневной жизни арабов Йемена и по сей день. Как и прежде, фундаментом жизни йеменцы считают принадлежность к тому или иному племени. В понимании большинства йеменцев любой из них человек свободный, с рождения и до смерти, от всех и вся, но только не от своего племени. Институт племени – важнейший элемент структуры йеменского общества наших дней. Всего в Йемене насчитывается около 168 племен, объединенных в конфедерации и межплеменные союзы. Уклад жизни в каждом из племен, практически независимом в пределах своего проживания, основан на обычаях и традициях предков адат. Не претерпела сколь-нибудь серьезных изменений и шкала жизненных ценностей, главные из которых – это честь и достоинство семьи, рода и племени. Главное из которых – это честь и достоинство семьи, рода и племени. Потерянные деньги найдутся, потерянная честь никогда, гласит древняя поговорка аравийцев. В почете, как и в седом прошлом, щедрость и гостеприимство. Следует отметить, что у многих племен Йемена сохранилась неприкосновенность, как нигде в другом месте в Аравии, и не было тронуто рукой времени такое понятие, как мурава, то есть унаследованный от предков набор качеств настоящего мужчины. Включает он в себя
Честь и доблесть, мужество и отвагу, щедрость и великодушие, верность данному слову и красноречие. Основы Муравы убеждены йеменцы, потомки йеменитов, кехтонитов, арабов первородных, то есть чистокровных. Это мужество и честь. Основа Муравы – это мужество и честь. Только мужество и честь заявляют жители Горного Йемена и делают человека мужского пола мужчиной. Мальчиков с детства там учат тому, чтобы внимать совету старших, блюсти традиции и обычаи предков и дорожить честью. Клятва честью в племенах Йемена священна. Нарушить ее значит покрыть позором не только себя и свое потомство, но и род и племя. Лучше гореть в огне, чем жить в позоре, повторяют йеменские старшины в беседах с молодыми людьми. Живое олицетворение Муравы в Йемене и в прошлом, и в настоящем – это шейх, вождь и защитник племени, человек, умудренный знаниями, притом не только житейскими, но и богословскими. Шейх племени – это образец щедрости и мудрости. Не приказам его повинуется, сказывают в племенах Йемена, а примеру его следует. Привилегии шейха – это его обязанности перед соплеменниками. Выбор шейха зависел от волеизъявления всех членов племени, им становился лучший из мужчин, обладающий крепким умом и воинской сметкой, заслуги которого перед племенем оспорить не мог никто. Вот когда-то и у наших народов, объединенных названием войнах, были вот такие порядки. Во главу своего народа, своего племени ставили только тех, кто заслужил это своими действиями, а не так, как происходит у нас сейчас, к сожалению. Вот так господин Бузуртанов и те, кто с некоторым презрением относится к арабам, вот такова ситуация в Йемене, и именно оттуда произошли арабов. Сегодня стран, в которых проживают народы, именуемые арабами, много. Но, как говорит история, чистокровными арабами являются только арабы, произошедшие из Йемена. Кстати, скажу вот о пророке Ибрагиме. Его история и история войнахов, она примерно одинакова. Когда-то, как говорит, вот я зачитывал санарийцы, как говорят, они когда-то отделились от марибских укаилитов и ушли оттуда. Это наши предки пришли на юг Ирака, там прожили много лет. Там же поменяли, не то что поменяли, взяли наш войнахский язык и оттуда пришли сюда. И вот они об этом рассказывают Масуди на встрече на военно-грузинской дороге. Что же касается пророка Ибрагима, такая же картина. Его предки – это чистокровные арабы, об этом я скажу, в чем заключается чуть позже. Они ушли, как и наши предки, ушли из Йемена когда-то, тоже поселились в Ираке. Он, кстати, Ибрагим родился в Ираке, как и наши там проживали. А потом он пошел обратный путь сюда, в Аравийский полуостров, и там он, значит, у него и сын Исаак, Исмаил женились, и потом его сын и внук Исаак и Яков образовали народ, который называется евреями. А самый главный метод, который сегодня используется учеными, это метод ДНК-генеалогии. То есть, взяв небольшие ткани из рта любого человека, тестирует и определяет, к какому человеческому роду относится. Это наука ДНК-генеалогия, в общем, получила распространение относительно недавно, лет 40 назад, может 50. А как таковая наука ДНК-генеалогии уже используется недавно, лет 10, 15, 20, может быть. Так вот, о чем она говорит? Американцы, разработав эту науку, послали исследовательские группы во все основные регионы мира, на разные континенты. Они там производили исследования и пришли к такому выводу, что все человечество, которое существует сейчас на Земле,
разделены на 20 родов. Вот 20 родов всего существует. Каков же род наш? Какая наша группа? Очевидно, многие уже слышали. Это гаплогруппа J2. Это гаплогруппа вайнахов. Гаплогруппа J1 у дагестанцев. Так вот, чистокровные арабы, имеющие гаплогруппу и J1, и J2, в процессе мутации образовалась и вторая там гаплогруппа. Потомки Ибрагима, то же самое. Потомки от чистокровных арабов являются евреи, те, кто произошло от Ибрагима. Ингуши, чеченцы и, в общем, вайнахи. И народы Дагестана являются ближайшими родственниками по происхождению. Вот нам это все нужно просто знать и, в общем-то, следовать принципу братства. Еще я бы хотел сказать о слове, о самоназвании нашего, или не то, что самоназвание, вайнах, о слове вайнах. Есть люди, которые недовольны существованием этого слова. Я считаю, это совершенно неправильная позиция. Что означает слово вайнах? Если нужно перечислять, допустим, чеченцы, ингуши, оштхои, мелхи, бацбийцы и так далее, это занимает большое время. Если мы говорим слово вайнах, вот я говорю это слово, чтобы объединить всех, не перечислять. Под словом войнах я понимаю вот всех те, которые я назвал, эти народы сегодня существующие. А кому это не нравится, это поступает не по исламу. Мы должны крепить братство наше, мы должны быть настоящими, реальными братьями. Не надо возмущаться, почему ингуши сделали свою республику. Я бы сделал так. Из каждого чеченского района я сделал бы республику. Вот что изменилось в жизни ингушей после того, как создали мы республику? У ингушей есть своя власть, которая ездит в Москву, защищает свои потребности, выбивает средства для бюджета. У нас есть органы власти, как правительство республики, которые организуют работу, контролируют работу властей на местах, исполнительной власти. У нас есть парламент, который принимает законы, нужные для ингушей в данном случае. Значит, у нас есть университет, и таким образом можно продолжать. Так вот, что в этом плохого? Чем мы, допустим, мы этим самым навредили братьям чеченцам? Конечно, ничем. Наоборот, как я еще раз хочу повторить, я бы из каждого чеченского района и каждого ингушского района сделал бы республику для того, чтобы улучшить жизнь людей. Есть, к сожалению, у нас люди, которые своими словами и другими какими-то действиями разжигают межнациональную рознь. Это недопустимые вещи. Вот в частности, один из них является Руслан Бузуртанов, который, значит, практически в каждой своей передаче считает необходимым сказать что-то плохое о чеченцах. Это просто, я поражен этим человеком. Сколько его обливают грязью, ему это как удовольствие он получает, когда его оскорбляют, унижают и так далее. Значит, я дальше приведу вам ролик, где он обо мне говорит. В частности, еще один момент. Я неоднократно слышал от Бузуртанова Руслана о том, что бывший председатель оргкомитета по Чечено-Ингушетии Гаирбеков подписал какой-то документ, который он не показывает, не называет, о согласии передать пригородный район Осетии. Я считаю, что вот это заявление Бузуртанова о Гаирбекове является клеветой на человека. И я располагаю документами, что это так. Начну с некоторых документов. Вот когда стал Гаирбеков председателем оргкомитета и когда были решены вопросы судьба пригородного района, вот из следующего документа. Вот указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 года. В целях создания необходимых условий для национального развития чеченского и ингушского народов Президиум Верховного Совета СССР постановляет
признать необходимым восстановить национальную автономию чеченского и ингушского народа, рекомендовать Президиуму Верховного Совета РСФСР рассмотреть вопрос о восстановлении Чечено-Ингушской ССР, установить границы административно-территориальные устройства Чечено-Ингушской, утвердить Организационный комитет Чечено-Ингушской АСР. Как видите, 9 января 1957 года Президиум Верховного Совета СССР рекомендует Президиуму Верховного Совета РСФСР утвердить Организационный комитет. А теперь я вас ознакомлю с документом, которым была решена судьба пригородного района. Под этим документом стоят подписи Микояна, Ворошилова, Маленкова, Брежнева, Беляева. Дата его издания 22 декабря 1956 года. Этот документ адресован Хрущеву, первому секретарю тогда ЦК КПСС, написано здесь Президиум ЦК КПСС. Речь идет о том, где восстанавливать автономию чечено-ингушского народа. Таким образом, посовещавшись, они говорят, для краткости скажу, в общем, руководители северокавказских республик в основном сказали, что нужно восстанавливать автономию чеченцев и ингушей на тех территориях, где они проживали до выселения. И вместе с тем вывод эта комиссия сделала такой. Учитывая все эти обстоятельства, вносим следующее предложение. Восстановить Чечено-Ингушскую АСР в основном в прежних границах, передав ей районы, отошедшие в 1944 году Грозненской области, Дагестанская АСР, Северо-Осетинская ССР и Грузинская ССР, за исключением пригородного района Северо-Осетинской АСР. Как видите, вот в этом документе, подписанном высшими должностными лицами страны, говорится о том, что пригородный район не надо передавать. Это документ декабря 1956 года. Вот смотрим следующий документ. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об утверждении Организационного комитета по Чечено-Ингушской АСР. Утвердить Организационный комитет по Чечено-Ингушской АСР в составе председателя Организационного комитета товарищ Гайрбеков, первый заместитель председателя Организационного комитета товарищ Люсарев и далее члены Организационного комитета. Возложить на Организационный комитет руководство хозяйственным и культурным строительством на территории Чечено-Ингушской АСР впредь до выборов Верховного Совета СССР. Как видите, Оргкомитет и его председатель Гайрбеков назначены и утверждены только 9 января 1957 года, при том, что судьба пригородного района уже решена. Вот вам еще один документ. Это ксерокопия. Обращение председателю Президиума Верховного Совета РСФСР Тарасу, председателю Совета Министров РСФСР Яснову. Обращается к ним председатель Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АСР Занагов, председатель Совета Министров Северо-Осетинской АСР Зангиев. Тут со штампом входящий и так далее. Это документ, ксерокопия официального государственного документа. Здесь сказано: указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 марта 1944 года часть бывшего Гизельдонского района Северо-Осетинской АСР и часть бывшего пригородного района Чечено-Ингушской АСР были включены в состав Грузинской ССР. В текущем году Президиум Верховного Совета СССР вновь рассмотрел границы между границами СССР и Российской Федерации, указанная выше территория включена в состав СССР. И в этом документе они просят оставить за Северной Осетией в составе пригородного района Дарьяльский сельский совет. То есть Жайравский район хотят оставить в составе Осетии. Вот теперь я вам зачитаю ответ председателя Оргкомитета по Чечено-Ингушской АСР Гайрбекову. Он адресован руководству, Российской Федерации, председателю Президиума Верховного Совета РСФСР товарищу Тарасову. Ходатайство Северо-Осетинской АСР о передаче Дарьяльского сельсовета Гизельдонскому району Оргкомитет по Чечено-Ингушской АСР считает совершенно необоснованным и категорически возражает против удовлетворения его последующим мотивам.
Чечено-Ингушская АСР и без того испытывает острый недостаток территории для размещения и устройства свыше 400 тысяч человек чеченцев и ингушей. Дарьяльский сельсовет никогда не входил в состав СОА СССР. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1957 года пригородный район оставлен в составе СОА СССР не в бывших, а в существующих границах. Обеспечение территориальной и экономической связи этого сельсовета с ЧСР входит в компетенцию оргкомитета, который и решит этот вопрос. Председатель оргкомитета Гайрбеков 9 февраля 1957 года. Ровно через месяц после того, как он был назначен председателем оргкомитета, он отвечает на требования осетинского руководства и пишет председателю Президиума Верховного Совета РСФСР, вот это письмо, это копия с подлинника. Вот таким образом действовал товарищ Гайрбеков, господин Бузуртанов, в интересах своего народа. А ты клевещешь на него и на других, о чем будет показано еще, уважаемые зрители. Далее будет размещен короткий видеоролик о высказываниях Руслана Бузуртанова обо мне. Если масса чеченских авторов делают подлоги для, в кавычках, блага своего народа, ну, якобы благо хотят сделать, наши ингушские авторы делают вот эти подлоги во вред своему народу. Да, во вред. Один берет, там пишет, к ингушам я приехал в Эги, в Эгикал приехал там, это общество приехал, какой-то армянский князь Эги, от него там это. А к ингушам зачем обязательно? Где он это нашел? Да. Где он это выдумал, Бодралыч? Один пишет, Хириоз извечно бах, хабинып. Да, сегодня живой и здравствующий человек. Талмуд написал, а потом Хамда Азмалинга тебя направляет по адресу куда? По адресу указанному славным Мусой Зурабовым. Да, так, друзья. В частности, он говорит, что я говорил о том, что осетины здесь живут издревле, а ингуши пришли сюда позже их. Я думаю, что он никогда не покажет доказательства справедливости этого его заявления. Это самая обычная умышленная клевета в попытках очернить меня. Но я думаю, вот сегодняшний ролик и другие мои произведения, в частности, предыдущие ролики с моим участием, книга Аланы Асы Ингуши и сегодняшний ролик, они показывают мою позицию, отношение происхождения ингушского и чеченского и всех народов, объединяемых единым словом вайнахи. Мое отношение к истории нашей, когда кто сюда поселился и другие вопросы. Поэтому я ему говорю так, если ты покажешь доказательства того, что я говорил или писал о том, что осетины пришли сюда раньше ингушей, то ты достойный человек. А если ты этого не сделаешь, то ты обычный клеветник. Каковым, я думаю, знают многие тебя. Лучше бы ты прекратил свою деятельность. Я обращаюсь к твоим родственникам, Тейпу, Геотхой. Примите меры, чтобы остановить деятельность этого человека. Всего вам хорошего. Адык Хельшин.